Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаумага достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Проект «Чужая война» опубликовал очередные обновленные данные по погибшим из Республики Башкортостан. Теперь число погибших, официально признанных погибших, перевалило за 6 тысяч человек. Еще буквально несколько месяцев назад мы помним, как говорили о том, что Республика Башкортостан перевалила за 5 тысяч погибших. Сейчас за 6 тысяч. И такими темпами, вот они пишут, этот проект, что если все пойдет такими темпами, то к концу 2025 года число официально погибших, признанно погибших, перевалит за 8 тысяч человек. Вдумайтесь только, какая гигантская цифра. Учитывая, что за 10 лет войны в Афганистане погибло всего 335 человек. За 10 лет. А здесь уже сейчас за 3,5 года войны более 6 тысяч официально признанных. За 2 чеченские войны из всей Российской Федерации погибло 12,5 тысяч человек. А у нас из Республики Башкортостан более 6 тысяч. Я вообще не понимаю, за что мы умираем. За что умирают наши граждане Республики Башкортостан. За кого, за какие идеи. Я понимаю, там некоторые идейные русские едут там умирать за русский мир, за Третий Рим, за особый путь. Но мы, башкиры-то, за что мы умираем? Что нам сделали такого украинцы, чтобы мы поехали за них умирать? Они что, они уничтожают наш язык? Нет, по-моему, это делает Москва. Они уничтожают, может быть, нашу природу, наши природные ресурсы хотят выкачать? Нет, опять, это делает Москва, Куштау, Каркатау. Может быть, они сажают наших лидеров, украинцы? Фаиля Алсынова, может, посадили, Айрата Дельмухаметова, более 80 человек по баймакским событиям. Нет, абсолютно. Опять это делает Москва. Так почему, за что мы умираем? За что такие цифры гигантские в этой войне с Республикой Башкортостан? Это только официально, как я сказал, 6 тысяч. Другой проект «Хочу найти» пишет о том, что к ним поступило из Башкортостана 3363 заявки на пропавших родственников на войне в Украине. 3363 еще людей ищут. Это те, которые без вести пропали. То есть официально, если, скорее всего, из них огромное количество людей уже погибло. То есть официально примерно около 10 тысяч человек погибших. Гигантская цифра, просто гигантская цифра. Но сегодня я вообще этот выпуск хотел поговорить именно о тех военнослужащих, которым 18 лет, ну, вообще о срочниках, о самых младшем возрасте из тех, кто воюет. Так вот, по проекту, тому же самому проекту «Чужая война», 117 человек уже официально признано погибших из возраста, кому было меньше 20 лет. 20 и меньше. 117 человек официально погибшие. То есть явно понятно, что это те, кто либо был призван на срочную службу и там заставили подписать контракт, либо отслужил срочную и остался по контракту и поехал воевать и тоже умер. Проект «Хочу найти» пишет о том, что 10 человек точно уже официально признано срочников, погибших из Республики Башкортостан. 10 человек срочников. Сейчас идет призывная кампания. Этот год считается один из самых, вот за последние 14 лет, самая массовая призывная кампания, и собираются призывать около 160 тысяч призывников. Призывная кампания идет, вот это весенняя, с 1 апреля по 15 июля. И вот на Кавказе сейчас идут новости, да, вот облетели новости о том, что на Кавказе сейчас идут массовые облавы на парней призывного возраста. А почему, то есть там забирают студентов, всех подряд забирают. А почему там идут облавы, а вот у нас в Башкортостане облавов нет? Ну, это хорошо или плохо? С одной стороны, конечно же, плохо, что на Кавказе вот так вот прям силой забирают парней. Это очень плохо. Но это явный показатель того, что там люди не хотят служить, что там парни не хотят служить в армии. Они просто не идут служить в это. А почему они не идут служить? Потому что они не считают Россию своей родиной. Они не собираются ей присягать. Они собираются служить, форму одевать и служить этой
России. Они не считают ее своей родиной, понимаете? А это не их страна. Они признают и считают, что это Россия, это оккупационная власть. Что Россия оккупировала их земли, их республики. Вот. Именно поэтому они не идут служить. Именно поэтому они не хотят отдавать присягу, как говорят. А у нас в Башкортостане почему нет облав? Потому что наши башкиры сами идут воевать. Сами. Сами идут служить в армию. Вот до сих пор у нас среди башкир, ну вообще не только среди башкир, и среди татар такое есть, и среди вот русских тоже самое есть. Не служил, значит не мужик. Ты должен отдать долг родине. Долг, присягу давал, все, значит должен идти воевать. Вот примерно вот так и до сих пор мыслят. С такими мыслями живут наше поколение. Вообще непонятно, почему башкир должен выехать воевать и умирать в этой Украине. Вот кавказцы не хотят. Они прекрасно понимают, что, скорее всего, сейчас просто одной службы в армии, скорее всего, не обойдется. Скорее всего, тебя отправят на войну. И вот явно я здесь указал цифры, сколько уже погибло на этой войне. Буквально недавно Республика Башкортостан, новостные каналы облетела новость о том, что прямо с призывного пункта срочника Данила Гараева начали агитировать и убеждать, чтобы он подписал контракт. Он начал звонить матери, говорить, что вот меня принуждают подписать контракт. В это время майор, который, видать, принуждал его, фамилия у него такая, Аткин, да, запомним эту фамилию, потому что, чтобы потом его найти, Аткин, позвонил, выхватил трубку и начал угрожать матери, что либо сейчас ваш сын поедет в мясной штурм и там умрет, его там убьют, либо он подписывает контракт на 2 года, и мы из него сделаем воина, подготовим его, чтобы у него было больше шансов не погибнуть на войне. То есть с прицелом, что все равно его отправят. Все равно поедет туда воевать и умирать. Вот понимаете? Ну, конечно, мать начала бить во все колокола, но в итоге все равно, оказывается, Данила Гараева этого заставили подписать контракт. Все равно заставили. И сейчас мать там бьется, пишет в прокуратуру, там следственные комитеты, Союз солдатских матерей, везде пишет, чтобы его вытащить. Потому что она прекрасно понимает, что человек, если подписал контракт, все, он сам себе не принадлежит. Это срочник еще может как-то там давить на законы, что срочники не имеют права там быть в боевых горячих точках. Контрактник таких прав не имеет, его могут легко отправить. Я хочу обратиться к родителям тех детей, у которых подошел призывной возраст. Прячьте своих детей сейчас. Отправляйте, я не знаю, в Казахстан, в Узбекистан, пока там безвизовые режимы есть у нас. Можно просто по внутреннему российскому паспорту заехать. Отправляйте туда, пусть там они будут, пусть поживут и увидят, как живет независимая страна. Вот Казахстан отделился 35 лет назад. Узбекистан отделился, Кыргызстан, другие страны отделились, и они не воюют. Казахстан, не воюет, они спокойно развиваются, они растут в численности. Казахи, когда на момент отделения их было 6 миллионов, сейчас их 17 миллионов. В 3 раза, представляете, в 3 раза выросла численность. А сколько башкир выросло? Нисколько, мы даже уменьшились. Мы за 2 переписи уменьшились на больше, чем на 100 с лишним тысяч человек. Так в чем прикол-то, в чем радость, я вообще не понимаю, того, чтобы воевать и умирать. Пусть ваши дети уезжают, прячутся, пока этот призыв не пройдет. Хотя, потом еще будет осенний призыв. Вообще лучше пока уехать, чтобы потом вообще уехать из страны, в Казахстан, еще раз говорю, там, в Узбекистан, в Турцию, если есть возможность. Куда угодно, поступайте там учиться в этих странах. Посмотрите, как живут независимые страны. Потом вернетесь в свободную, независимый Башкортостан, когда режим этот рухнет. Нам, башкирам, оставаться в этой стране никак нельзя. Иначе Москва нас всех убьет, всех уничтожит. Она так и будет выкачивать наши природные ресурсы. Сейчас Кыркытау, потом еще какой-то хребет будет, потом какая-то речка, какое-то озеро.
еще что-то, пока не убьют все, не уничтожат все. А мы, как живое мясо, будем воевать на их тупых войнах этого Кремля. Сейчас Украина, завтра может быть уже это быть Балтийские страны, послезавтра это уже может быть, не знаю, сам Казахстан то же самое может быть. Заставят воевать против своего братского народа, отправят, а сзади потому что будут стоять заградительные отряды, как сейчас это в Украине происходит. Отправляют, а сзади заградительные отряды. Попробуй не пойди. Не пойдешь, расстреляют в спину. Вот так воюет Россия, вот так ваших детей отправляют. И вот посмотрите, пожалуйста, видео, где срочник, ну там, я не знаю, явно там либо срочник, либо его заставили подписать контракт, когда он пришел, он служил срочную службу. Ну там явно молодой человек. Посмотрите, как он жалобно просит спасти его. Помогите, пожалуйста. Я знаю, что вы мне можете помочь. Я уже обращался и на Астру, и на другие ресурсы. Там мне отвечают. Нахожусь на нуле уже тут 9-й день. Пацанов меняют. Меня не могут поменять. Меня оставили здесь до 200-го просто. Пока не до 200 меня не отпустят. Помогите, пожалуйста. Вот на этом видео мы видим, что ребенок, просто ребенок, отправлен на войну и все. Кстати, этот парень погиб. Этот телефон нашли украинцы потом вот и опубликовали это видео. Как говорится, видя соринку в чужом глазу, у себя собственного бревна в глазу не видит. Вот, свои 18-летние парни умирают, погибают. Из Республики Башкортостан я уже указал, да, что 117 человек погибло. Тех, кому меньше 20 лет. 10 человек призывников погибло из Башкортостана. Сколько вам еще надо, чтобы погибло? Сколько? Еще раз говорю, призываю родителей, прячьте своих детей. Не отправляйте на войну. Пусть они уезжают. Казахский братский народ всегда поможет. Узбеки помогут, кыргызы помогут. К ним отправляйте своих родных и близких. Но пусть главное не воюют. На этом все. Надеюсь, что мой посыл дойдет до вас. Хау болот, хурматлы милләттәшләр, осышага тиклем.